конечно, имели свои традиции в одежде, и наша национальная одежда, она соответствовала нормам шариата. А сегодня это где-то забытые традиции, но для нас это как возвращение к истокам. Мы решили сегодня рассмотреть этот традиционный костюм и предлагать девушкам, которые соблюдают нормы ислама, которые хотят одеваться скромно, в длинные одежды, рассказать им о том, что у нас есть решение в национальном костюме, который можно использовать, который можно носить. От возраста зависело оформление феса. Также зависело, покрывали ли поверх феса мараму, фарланта, либо не покрывали. Точно так же есть региональность. То есть мы знаем, что крымские татары – это 3 диалекта: южнобережный, орта-юлак, то есть средний диалект, и степной диалект. Это тоже очень сильно влияло на одежду, естественно, и на фес, на оформление марама. На самом деле очень интересно получилось. Вот это перенос, такая трансформация в историю, на самом деле очень полезно. Мы видим, что хиджаб — это не что-то чуждое для нас, то, что всегда было рядом с нами. Машаллах, мне кажется, эти праздники, такого рода мероприятия очень полезны, потому что очень разные люди сейчас здесь сидят, находятся. То есть есть кто в платочке, есть кто без, но мы видим то, что нас сплочает. Да? Это вот наши фесы, наша национальная одежда. Сегодня я решила участвовать моделью с целью показать людям, как одевались девушки во время Крымского ханства, то, что они одевались по шариату. Сегодня была очень полезная лекция. Мы хотим создать новую коллекцию, чтобы она была больше с этносом, с нашим, с крымско-татарским, с родным. И сегодня было очень полезно услышать что-то новое, что-то вспомнить уже то, что мы знали. Это вдохновляет очень.